Ассаляму алейкум варахматуллахи ва баракату. Благодарю за приглашение. Ильяс Хазрат, большое спасибо. Магомед Тагирович, баракаллаху фикум. Как я понимаю, вы уже много лет организовываете. Также у нас Магомед Тагирович, член Совета Аксакалов при Духовном управлении мусульман, альхамдулилля, чей опыт и влияние и вот в рамках нашей многонациональной страны неоценим. Уважаемые братья и сестры, сегодня, альхамдулилля, вообще месяц идет Рабиуль Ауаль, месяц, в котором Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел на этот свет. И вечер памяти у нас проходит во всех мечетях по всему миру. Вообще, я не знаю, здесь программу, вот есть, как я понимаю, и теологическая составляющая, образованные люди, знатоки религии рассказывают про пророка алейхиссалату вассалям, но я со своей стороны скажу. Аллах субхану ва тааля создает сперва душу Адама алейхиссалату вассалям. Из его души он выводит много душ. Выводит души мужчин, выводит души женщин. Появились души, которые были светлы, это обитатели рая. Появились души, которые темного цвета. Это были души обитатели огня. И появились души очень светлые, светящиеся, это были пророки Аллаха субхану ва тааля. И самая светлая душа, это была душа нашего посланника алейхиссалату вассалям. Аллах, когда создал души людей, он спросил: кто ваш Господь? Разве не я ваш Господь? Алясту би роббикум. И тогда все люди сказали, все души людей сказали: Баля, нет сомнений, Аллах, ты наш Создатель. И Аллах субхану ва тааля предписал изначально, вот когда многие люди же думают, то, что вот Адам алейхиссалату вассалям был поселен в раю после этого, это первый человек, да, который обрел тело с Хавой, нашей праматерью. И они вкусили из запретного плода, и Аллах субхану ва тааля их выводит из этого рая. И многие люди думают, вот если бы он этого не сделал, все бы мы жили в раю. И этот вопрос Муса алейхиссалату вассалям задает нашему праотцу Адаму. И тогда Адам сказал, алейхиссалату вассалям, он говорит, это все было предопределено Всевышним Аллахом субхану ва тааля. То есть все вот это предопределено было. И тогда мы начали проходить после этого. Сперва дали слово Аллаху субхану ва тааля: во что бы то ни стало, мы будем, у Аллах, тебе поклоняться, потому что ты нас создал на этот свет, то, что ты это источник пропитания, то, что ты источник нашей жизни. И мы пришли на этот свет и начали пребывать в этом испытании. Но этот свет, этот мир поглощает нас. Мы все начинаем забывать об Аллахе, мы все забываем о наших благах. Вот сколько, когда человек вот теряет только зрение, да, он начинает задумываться. Вот только вот ковид случился, многие начали думать, там много примеров показано, под ИВЛ лежать дорого. Оказывается, гемодиализ сделать, это очень дорого и затратно, это очень сложно, когда человеческий организм потребляет столько, вот чистит вот почки, печень, чистит столько крови, то что аппарат не может вычистить. И тогда только люди начинают думать: Аллах субхану ва тааля, Аллах, спасибо тебе за то, что ты даешь нам это все. И Аллах создает вот эту душу пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Пророка, который приходит последним пророком, господином всех пророков, печатью всех пророков. Это была та душа, которую больше всех Аллах субхану ва тааля полюбил. Это был тот человек, который, в принципе, Аллах субхану ва тааля ему предписал рай еще при жизни, но он все равно и ночами, и днем молился. Вот многие люди, когда изучают вообще религию и притворяют эту религию в жизнь, многие мы не берем из уроков пророка к себе
действительно, когда один раз пророк ﷺ сидел, проносили труп иудея, он просто встал, его шли хоронить. И тогда люди спросили его: о, пророк, это же, говорит, не мусульманин, почему ты встал? И тогда посланник ﷺ отвечает: а разве он не человек? То есть пророк ﷺ был и к друзьям своим, и к единоверцам уважительным, и к другим верованиям уважительным, и другим, вообще даже врагам своим он относился уважительно. И если, друзья мои, если мы любим нашего пророка, саллаллаху алейхи, то мы должны следовать его примеру. Аллах Субхану ва Тааля говорит: и то, с чем пришел пророк ваш, берите. То, с чем пришел пророк, алейхиссалям, берите. Если он был улыбчивым, если он был прощающим, если он был щедрым, то нам надо быть таким. Если у вас зачесались кулаки, хотите кого-то наказать, посмотрите на пророка, алейхиссалям. Разве он это делал? Никогда. Никогда. Он всегда пытался быть милосердным. Всегда ночами ходил, посещал обездоленных, малоимущих. Помогал всегда детям. Я иногда тоже охота какой-нибудь непослушный ребенок, мне охота, я говорю, наказать, как меня наказывал отец. И потом думаю, посланник, алейхиссалям, когда опоздавшего Али, по-моему, ибн Абу Талиба, своего племянника, отправил куда-то, и он заигрался с детьми, он пришел, говорит, я вспоминаю, как, говорит, заигрался с детьми и забыл поручение посланника. И тогда я замечаю то, что рука посланника была у меня на ухе. И он просто, говорит, меня одернул, я поворачиваюсь, смотрю ему на лицо, он, говорит, улыбался, светился, я тогда вспоминаю то, что он мне поручил какое-то дело сделать. Вот это есть путь пророка, алейхиссалям. Аллах Субхану ва Тааля что нам говорит? Через пророка опять же. «Куль ин кунтум тухиббун Аллах», скажи, о Мухаммад, если люди любят Аллаха, фаттабиуни, пусть они следуют за тобой. О Мухаммад, скажи людям, если они любят меня, любят Аллаха, то пусть следуют за тобой. Юхбибкум Аллах, и Аллах тогда вас полюбит. Не так, что пророк это отдельно, религия это отдельно. Нет. Религия и проявление религии это и есть проявление через его сунну, через жизнь пророка. Пророк, саллаллаху алейхи, это тот человек, который нам принес религию. Это тот человек, через которого Аллах Субхану ва Тааля отправляет Коран. Это тот человек, через которого Аллах Субхану ва Тааля проявил практическую часть религии. Это тот человек, про которого Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама юнтику аниль хава». Он не говорил от себя, никогда не говорил от себя. «Илля вахью юха». Он всегда говорил откровением. Это тот человек, который всегда воочию проявлял основу религии. Это тот человек, которого последние слова были не мое имущество, не ля иляха илляллах даже. Он последними словами говорил, что уммати я уммати, уммая умма. Аллах Субхану Тааля говорил: прости мою умму, прости мою умму. И даже после смерти мусульманина, когда последний мусульманин выйдет из ада, получив наказание, заходит в рай, он кого первым увидит? Он опять увидит пророка, алейхиссалату вассалям, который ждет его, не ушел куда-то там праздновать. Он ждет его, пока его не накормит своими руками из источника Кауса, он не пойдет дальше. Это тот человек, который даже после смерти, это возможность только у пророка, алейхиссалату вассалям, и пророков, делает дуа за каждого мусульманина, чтобы Аллах Субхану ва Тааля его простил каждый четверг. А мы грешим, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: о Аллах, прости его. О Аллах, прости моего единоверца, человека из моей уммы. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям всегда делал дуа за нас. Это братья и сестры, поэтому часами можно говорить. Но для нас, это должен быть человек номер один. Это человек номер один. Именно благодаря ему мы сегодня, альхамдулилля, дагестанцы, кумыки, аварцы, лезгины, лакцы, башкиры, татары, мишары, все русские, арабы, турки.
вот сегодня заполнили этот мир, это мы благодаря нашему пророку, алейхиссалату вассалям. И у него при жизни же были люди разных национальностей. И он ко всем всегда относился с уважением. Первым, вот даже сегодня ученые отмечают то, что расовой дискриминации не увидели мы в арабских, мусульманских странах. Потому что пророк саллаллаху с первым делом, как пришел, уничтожил расовую дискриминацию. Поднял статус женщины, унизил положение рабовладения. Он одарил свободой вот, этот темный мир такой справедливостью, которую еще человечество не видело. Через него Аллах Субхану ва Тааля нам передал прекрасную религию. Единобожие. В то время как в Каабе в этот момент находилось почти 365 идолов. Человеку 40 лет Аллах Субхану ва Тааля говорит: я завернувшийся кум фа ангдир, вставай, увещевай, вставай, иди, делай дават, увещевай людей. А нам 40 лет, когда скажут что-либо, никто вот жизнь свою не захочет поменять. А этот человек все изменил, все поменял. И сделал это для чего? Потому что Аллах Субхану ва Тааля приказал, потому что любил Он эту свою миссию, и потому что Он любил нас. Поэтому сегодня лучший пример проявления любви к пророку, алейхиссалату вассалям, и к Аллаху — это следовать сунне посланника, алейхиссалату вассалям. То, чему учит брать, от чего он предостерегал, от того остерегаться. И после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, люди спрашивали: о, пророк, ты уходишь от нас, что ты оставляешь? И тогда посланник, алейхиссалату ва саллям, сказал: таракту фикума амрей, я оставляю у вас две вещи. Лан тадуллу ма тамассактум бихима. Если вы эти вещи будете держать, за эти вещи будете держаться, то никогда не соберетесь. Китаб Аллах — это Коран, книга Аллаха, ва суннати, и моя сунна. Поэтому будем из тех людей, которые следуют за сунной нашего посланника, алейхиссалату вассалям. Будем из тех людей, которые будут всегда говорить салават нашему посланнику, алейхиссалату вассалям. Будем достойными следователями этой прекрасной религии, которую нам принес наилучший из созданий, наивысочайший из посланников, наипрекраснейший из людей, наш пророк, алейхиссалату вассалям. За внимание благодарю за приглашение и за данную возможность пообщаться с вами. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи.